находимся в Чечне, высокогорной Чечне, Шаройский район, село Джагалдуй. Вот из Казахстана гости здесь, они привезли казахское знамя, и вот фоном этого знамени мы будем передавать салам вам, как мы это и сделали. Казахстан никогда из памяти чеченского народа не стерется Казахстан. Потому что на казахской земле лежат кости наших предков. Наши поколения всегда будут помнить Казахстан, как казахский народ в самую трудную минуту принял их, поделился последним куском хлеба. Хотя говорили, что к вам едут людоеды, чтобы они пугались их. А когда казахский народ увидел наших алимов, наших богобоязных людей, которые в знойную жару не нарушали пост месяц Рамадан, которые молились, тогда они узнали, что это не людоеды, а очень хороший мусульманский народ. После этого сдружились, с семьями сдружились. До сих пор эта дружба есть и будет. Большой вам салам и большой баркаллах. Я сам родился в городе Шымкент. Мы только в 80-м году, позже всех даже переехали на Кавказ. 5 классов закончил там. Есть друзья, есть знакомые, есть родственники наши, которые до сих пор не приехали. Так что здесь, на Кавказе, Казахстан вспоминается добрым словом. И братья по вере были они, потом помогли всячески. Большое вам спасибо вашим предкам. Да объединит нас Всевышний Аллах в раю всех правоверных. А так, поэтому вот из уважения к вашему народу и знамени мы произносим речь здесь, на высоких горах Шарой. Eşlemde denilmek lazım diyeceğim sana sonra. Duruşma, Kazakça azmaz bilemiz koy. Bizdeki vatan böyle yaptı Kazakistan. Uzbekistan, Kazakistan bir cayda, Kreti bazı zamandan da oturan biz. Tanıyımız, biliyoruz. Salam olsun sizde. Salamat olun. Вот тоже сейчас гость, чеченец, который приехал из Шымкента. Ну, как видите, в Чечне знамя Республики Казахстан встречается с теплотой в сердце, встречается с добротой в сердце казахского народа. И чеченцы, как мы всегда говорим, передают из поколения в поколение благодарность казахскому народу за 80 лет проживания вместе на этой благословенной казахской земле. Там покоятся наши предки. И вот дух этих предков я сегодня привез на горы Кавказа, горы Чечни. И здесь чеченцы, горцы вот этих высоких гор, сильный духом народ, признает и благословляет казахский флаг, чтобы в Казахстане всегда был мир и благополучие. Казахский флаг мы считаем как свой родной флаг, не чужой для нас. Ходжа Ахмад Ясави, Куддиса Сираху, известный аулия, богослов, который похоронен в Туркестане. Родился он в Чимкенте, в Сайрамском районе. Сайрам есть такое святое место. И нам тоже отрадно, что мы тоже там родились. Так что Ходжа Ахмад Ясави, Сайрамский, мы наши, когда высылки были наши, они были в Туркестане, в Кантагах, наши предки, которые оттуда выслали их. Так что мы туда приезжаем всегда, на могилу приезжаем, чтим память своих, мы же знаем. В городе Алматы проживает чеченский мальчик со своими родителями. Ему 11 лет. Его зовут Ахмед. Он написал про Казахстан. Вы не трогайте Казахстан. Вы не знаете, как мы живем. Здесь еврею немец брат, а татарка с уйгуром живет. Здесь хохлушка готовит кумыс, а казашка несет ей кулич. Здесь башкир не роднее отца, а кореянку сестрою зову. Здесь монгол за стенкой живет, обалденный такой мужик. Здесь узбечка учила меня,
как на русском, мне говорить: вы не трогайте Казахстан, за него я могу убить. Казахстан принимал всех, Бауырсак последний делил, и лечил советских солдат, и металл для победы лил. Вы не трогайте Казахстан, здесь мечеть и церковь напротив. Вы не трогайте Казахстан.